70% территории России – это многолетняя мерзлота. Иногда бывает, когда погружен в какую-то научную работу, тебе даже снится какой-то вопрос. За этим будущее, я считаю. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Барамидзе Давид Давидович, и я ученый. Вообще я занимаюсь правовым регулированием охраны окружающей среды, если так в широком понимании говорить. Если говорить более узкой специфике научной деятельности, то это правовая охрана арктической зоны Российской Федерации. Международное сотрудничество – это один из аспектов, которым я тоже посвящаю свои исследования. У нас многие, наверное, люди, к сожалению, думают, что Россия страна большая, и поэтому вопросы экологии, может быть, не столь вообще значительны для нас. Но, тем не менее, у нас, даже если взять один из аспектов, к примеру, такой арктической политики, это многолетняя мерзлота. Казалось бы, многолетняя мерзлота – это где-то на севере, далеко от нас. Но, тем не менее, 70% территории России – это многолетняя мерзлота. Она сегодня тает. Почва деградирует, ландшафт меняется, прорываются трубопроводы. К сегодняшний день в России очень много ученых, они именно свое внимание акцентируют на арктических исследованиях. Это очень правильно. За этим будущее, я считаю. Сейчас работаю над учебным пособием. Пока еще учебное пособие не писал, надеюсь, что будет не только полезно, но и интересно почитать. Это пособие пишется в рамках спецкурса, по которому, откровенно говоря, очень мало литературы написано. Иногда бывает, когда погружен в какую-то научную работу, тебе даже снится какой-то вопрос, как лучше сформулировать предложение. Я ночью думаю, как можно до такого не догадаться? Стараюсь не пропустить вот этот момент, я не знаю даже, как его называть, вдохновения или какого-то там инсайта, для того, чтобы записать все, и что мне потом пригодится при дальнейшей работе. И у меня мама преподаватель, поэтому я, в принципе, с детства видел, как она пишет. Она писала диссертацию как раз, когда я был еще школьником. Дальше я познакомился со своими научными руководителями, наставниками, и как-то во всю эту тему влился. Часы полярные. Купил их в надежде, что когда-нибудь предстоит экспедиция в северные широты, где, соответственно, у нас полярный день, полярная ночь, чтобы не заблудиться и не приглядеть время, чтобы всегда были под рукой какие-то ориентиры.